Всем привет, друзья! Baby Doll Masera. Поздравляю всех, во-первых, с воскресеньем. Люблю выходной день. А во-вторых, поздравляю всех своих православных подписчиков, всех христиан, всех зрителей моего канала и просто гостей, может, в ленте посмотрели. Всех поздравляю со светлым праздником Пасхи. Крепкого вам здоровья, мира, тепла, благодати вашим семьям. Пусть будет мир во всем мире. А сегодня я хочу приготовить зеленый борщ по своему собственному рецепту. Все вам покажу, расскажу, насколько хватит памяти. А потом еще хочу сделать тушеную капусту с фаршем. То можно на пирожки, можно просто поесть. Смотрите, здесь у нас картошка, морковка и лук. Здесь домашние яйца. Щавель только замороженный был, к сожалению, на Северном не нашли. И здесь зелень, зеленый лук, петрушка, укроп. Эти стебельки я срежу наполовину. Половину оставлю для борща, а половину отдам курочкам в качестве витаминов. Смотрите, зеленый борщ я готовлю обязательно с мясом, с фрикадельками. Здесь у меня фарш замороженный, здесь нет ни соли, ни перца, ни лука. И ничего я добавлять не буду. Все равно буду солить суп, и все равно вкус получится очень хороший. Сейчас поставила варить воду. Как закипит, закину маленькие фрикадельки. Не тефтельки именно, а фрикадельки. Ну, где-то половину или больше половины использую для супа, остальное для капусты. Фрикадельки наши уже готовы. Небольшие, не маленькие, средние. Даже если они будут неровные, разного диаметра, все равно все будет вкусно, я вас уверяю. Вот она наша кипит. Отправляем туда наши фрикадельки. Как только сниму пенку, сразу отправлю вариться мелко нарезанную картошку. Я знаю, некоторые добавляют фрикадельки в конце, но я готовлю так, как мы любим. Вот приготовьте как-нибудь по моему рецепту, я думаю, что вам понравится. Все надо делать по-быстрому, пока 10-15 минут варятся фрикадельки и картошка. Надо быстро успеть сделать зажарку и нарезать лук, укроп и петрушку. Думаю, что все успеем. Солю и перчу только в самом конце, чтобы не переборщить. Сегодня зажарка у нас только на подсолнечном масле, чтобы суп получился более легким. Вообще там и мяса не должно быть, но без мяса я еду не представляю вообще ни одно блюдо. Некоторые томат добавляют, я сюда не добавляю. Все, зажарка почти готова. Зелень я уже нарезала. Лук, петрушка, укроп и замороженный щавель. И смотрите, чуть-чуть палочки тоже я оставила. Что я делаю дальше? Отварю отдельно яйца и потом их нарежу мелким кубиком. Раньше иногда я добавляла сразу в кастрюлю, такие длинные как бы нитки получаются. Но сегодня хочу сделать красиво, отварю отдельно. И еще, друзья, отвариваю отдельно рис, варю как на плов. Кто хочет, в тарелку может добавить 2-3 ложки обычного вкусного риса. Суп получится более насыщенный. Это не классический, конечно, рецепт, а рецепт от Ремы. Хотите, пробуйте, не хотите, на нет и сюда нет. Яйца поставила варить, добавила чуть-чуть соли, чтобы не ломалась скорлупа. Но они очень свежие, они все равно плохо отходят от скорлупы, даже если потом держать в холодной воде. А здесь у меня хорошо промытый рис, никакой пареный или какой он там готовый в пакетиках я не использую. Хорошо помыла рис, залила холодную воду на 2 сантиметра выше риса. Как закипит, буду перемешивать, чуть посолю, добавлю топленое масло, да, и что еще?
И все, как вода закончится, накрою крышкой на медленный огонь и буду парить минут 20, как на обычный плов. Потом мама, если захочет, делает из него сладкий. Наш суп с фрикадельками или зеленый борщ в моем исполнении почти готов. Фрикадельки, картошка, все хорошо сварилось. Сейчас добавила зажарку и сразу, чтобы она не перекипела, добавлю всю зелень и щавель. Сейчас можно сделать большой огонь. Смотрите, какой красивый цвет. Я еще надумала добавить пару яиц сразу в кастрюлю. Пусть пока те варятся. Посмотрите. Это будет очень вкусно. Это будет вкуснее, чем обычный зеленый борщ. Во-первых, вкус мяса. Во-вторых, вкус зажарки. Рекомендую приготовить. Насколько я не люблю зелень, но зеленый борщ я ем с удовольствием. Посолили, поперчили, добавили 3 яйца. Сейчас будем выключать. Здесь у нас почти готов рис. Еще раз все хорошо перемешиваю. Добавила топленое масло. Чуть-чуть подсолнечного тоже решила добавить. Перчить не буду. Вдруг кто-то захочет сладкий плов. Накрою крышкой и на медленном огне буду парить минут 20. Яйца сейчас вылью кипяток и добавлю холодную воду. Пусть стоят в холодной воде. Добро пожаловать на огонек. Наш вкусный зеленый борщ по моему рецепту готов. Целых 8 яиц. 3 так добавила. 5 отварила, добавила. Ну, домашние яйца полезны для здоровья. И густой получился, как я люблю. Если еще рис добавить. Всем